Я голодаю уже больше суток, получается. Чувствую себя, в принципе, неплохо. Единственное, что хочется очень кофе. Много пила кофе вот до этого момента, где-то чашек 6-8 в день. Поэтому тяжело без кофе очень. Очень много людей, просто личка разрывалась у меня в Инстаграм, писали, как бы, что этого делать не нужно, поберегите здоровье, то есть не стоит вашего здоровья, это власть, вы только для них сделаете лучше, если начнете голодать. Предлагали какую-то, материальную помощь, медицинскую, если вдруг будет необходимо. То есть, предложения, в принципе, довольно-таки разные поступали в личку. Но я абсолютно уверена в том, что я правильное решение приняла, потому что когда мой муж голодает, я не могу находиться в стороне, для меня это какая-то дикость, пытаться жить нормально, когда у него там просто вот такой трэш происходит. Я не могу по-другому, правда, не получится у меня. До какой крайности я готова пойти? Не знаю, Игорь в каждом письме пишет мне, что мы будем бороться, и мы будем бороться до конца. Я просто, не знаю, что я хочу добиться. Нет, я знаю, что я хочу добиться, безусловно, но пока я заканчивать ничего не думаю и буду продолжать, вот сколько смогу, столько и буду продолжать. Что я сегодня делала? Я сегодня пила воду. Ходила на почту ложить Игорю деньги на товарку, чтобы он мог купить себе в магазине воды хотя бы. Вряд ли он что-то другое сейчас, кроме воды и средств гигиены, будет покупать, но я хотя бы буду уверена, что у него есть деньги. Я получила письмо от Игоря от 10 числа, от 10 декабря, и вот там был такой рисунок. Вот. Но это письмо еще от 10 декабря, тогда как бы он еще не знал, что ему будет предъявлено это обвинение, поэтому он достаточно на позитиве так все пишет. То есть он пишет, что я надеюсь на лучшее, и он очень рад, что у меня боевое настроение. Он очень надеялся в этом письме встретить Новый год рядом с семьей, но, как видим, не получится, к сожалению. Вот. Передает привет родителям моим. Вот. Как бы все как обычно. Скучает очень сильно. Я бы сказала людям, чтобы они ценили моменты, которые они проводят рядом со своими близкими, старались как можно больше времени им уделять, не конфликтовать на пустых местах, и потому что иногда может наступить момент, когда по какой-то причине близкого человека нет рядом, и ты просто будешь сидеть и кусать локти, что ты чего-то не сделал, хотя мог. Вот такой мой месседж.